конечно, люблю. А зачем я туда на турнире прихожу? Вот такая она любовь к интеллектуальным баттлам. Турнир по шахматам проходит по двум категориям – до 11 и до 15 лет. В шахматном клубе «Магасы» собрались игроки из разных уголков республики. Участникам предстоит встретиться на шахматном поле с соперниками по 7 раз. Третий раунд Ибрагим Арапиев завершает, поставив шах и мат. Заявляет, для него главное не участие, а победа. На турнир пришел за призовым местом. Первую партию я выиграл, вторую проиграл и третью выиграл сейчас. И первую, там соперники были для меня легкие, и второй соперник был чуть посложнее. У нас было, мы играли ничью, потом я там разменялся и проиграл. Турнир по шахматам проходит по швейцарской системе. Участники встречаются 1 на 1 в каждом раунде и объединяются в пары. По правилам, каждый участник играет против соперника с одинаковым текущим счетом. Вот у Амира Аушева уже прошли 3 раунда. И с каждым соперником разный исход игры. Победа, поражение и ничья. Но оптимизма не теряет. Уже провел анализ, где допустил промах. Совершил одну ошибку в митишпиле в середине партии. Отдал пешку. Как оцениваешь свои шансы победить? Оцениваю шанс 100 из 100%. А шахмат не дают разум. Вот в школе нам дали самое последнее задание из учебника математики. 4 действия задания. Я его самым первым решил. И правильно сдал. И ты считаешь, что этому способствует игра в шахматы? Да. Еще и к многому другому. Организатор турнира – Федерация шахмат Республики при поддержке Минспорта Ингушетии. Мероприятие проводят в честь Международного дня шахмат. Соревнования сделали открытыми, чтобы участие смог принять каждый желающий. Популяция шахмат у нас очень велика, большая. Минспорт помогает выезды на первенство СКФО, на чемпионаты России. Но мне, если честно, не хватает. Детей уже больше выездов нужно на Кубок России разных. Ну, пытаемся как-то помочь детей, находим спонсоров. В нашей всей республике развивается шахматный спорт, уделяется довольно, как бы сказать, внимание, большое внимание уделяется. Это видно и по результатам, которые в последние годы наши воспитанники одерживают, занимают на различных уровнях, как всероссийских, так и на уровне федеральных округов. Сегодняшних соперников достойными считает и Хава Евлоева, которая по праву стала гордостью шахматного клуба. Девочка не раз становилась победителем соревнований, в том числе северокавказских. Хава шахматами занимается уже 3 года. Любовь к этому виду спорта привил отец. У меня первая партия была выигрышная, потом проигрышная и третья ничья. На что ты рассчитываешь сегодня? Как ты оцениваешь свои шансы победить? Не знаю. Могу проиграть, потому что я уже проиграла, или выиграть. Самый юный шахматист в зале сегодня Хизир Гойгов. Мальчику 5 лет. В интеллектуальную борьбу на турнире вступает уже в 4-й раз. В этом раунде соперник старше на 6 лет. Шахматами занимается всего полгода и уже удивляет своими результатами. Как давно ты занимаешься шахматами? Вроде бы 3 года. Вроде бы. А ты начал заниматься, когда тебе было 2 годика, ты это помнишь? Не, 1 год. Я не помню, когда. А кто лучше играет? Мой брат. Я очень редко его обыгрываю. А как бы тебе хотелось играть? Я хочу всех обыгрывать. И как ты думаешь, у тебя получится? Возможно, получится. За процессом игры наблюдают наставники. Ну и, конечно, судья. Он же делает замечания и фиксирует результаты. Используется программа SwiftMaster, и итоги будут подводиться по общему количеству набранных очков. Но при равенстве очков, то здесь будет учитываться личные встречи и коэффициент, набранный коэффициент. Главными преимуществами швейцарской системы в шахматах считают возможность организации турниров для большого количества участников без систематического выбывания проигравших, шансы на улучшение положения в турнирной таблице и непредсказуемость результатов. Так и в этот раз соревнования держали в напряжении до последнего. Всего в каждой возрастной категории по 3 призовых места. Победителей наградили медалями и кубками. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24.